Владимирович, разрешите вот от имени Малой академии наук, от имени Николая Центра, президента, жителей нашего Актёмского прекрасного наследия, поздравить вас с вступлением в нашу прекрасную землю и с тем, что вы прошли эту олимпиаду, это испытание, и надеюсь, что поднялись на еще одну ступень выше в своем развитии. Поздравляю. Спасибо. Хотелось бы несколько слов сказать о нашем первом президенте Михаиле Ильиче Николаеве, благодаря которому мы все здесь собрались. Его личность вы, конечно, знаете, наверное, побывали в библиотеке нашей. Но, тем не менее, вот вы все шахматисты, у вас хорошая память, вы молодые люди, как сказать, нейронные связи у вас очень хорошо развиты, сильные, поэтому хотелось бы отметить, чтобы вы запомнили, почему мы считаем первого президента Михаила Ильича Николаева основателем Республики Саха-Якутия. Здесь хотелось бы рассказать, не хочу задерживать, потому что у нас предстоит награждение, но хотелось бы напомнить вам о пятилетии, почему вот мы считаем его основателем Республики Саха-Якутия. Во-первых, ребята, вы знаете, что Республика Саха-Якутия была автономной республикой. Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. И получается, что когда была автономия, мы в своем развитии очень сильно зависели от федерального, тогда союзного центра. Почему? Потому что все вопросы доходило до того, чтобы даже вот гвоздь, чтобы забить в школе, допустим, Верхневилюйского района тогда, в селе Батулу, надо было этот гвоздь, покупку этого гвоздя согласовывать в Союзном министерстве образования. То есть доходило до того, что покупка одного гвоздя шла, могло идти годами. Да, я не говорю о таких вещах, как автомашина, покраска, ремонт крыши и так далее. То есть союзная, то, что мы были автономной республикой, очень тормозило наше развитие. И в 90-м году, будучи председателем Верховного Совета Якутской автономной Советской Социалистической Республики, Михаил Ильич в мае выступил в первом съезде народных депутатов СССР и поставил вопрос о том, чтобы снять, приравнять республику с правами союзных республик. Да? Это получается, что внутренние свои экономические вопросы, некоторые социальные моменты, культурные моменты, чтобы республика определяла сама. И это его историческое выступление вызвало большой ажиотаж и встретило дружную поддержку как среди других автономных республик, так и руководства СССР и Союза. То есть это было своевременно, это было актуально и не встретило большого сопротивления. Далее, в 1991 году вы знаете, что мы приняли Конституцию нашу, в 1991 году мы хотели стать президентом. Потом, как вы знаете, в 1991 году Борис Николаевич Ельцин подписал указ о полномочиях Республики Саха, тогда Республика Якутская Саха-Советская Социалистическая Республика стала автономной, да, и о полномочиях по распоряжению природными ресурсами. То есть вы знаете, что это такое природные ресурсы, мы получили возможность те дивиденды, те прибыли, которые приходят от использования, продажи наших недровых богатств, использовать для собственного развития, таким образом строительство школ, строительство детсадов, больниц, дорог и так далее получило новый импульс. Вот поэтому мы считаем, что Михаил Ильич Николаев добился очень больших успехов в этом направлении. Далее мы знаем, что после принятия Конституции была в 1992 году подписание федеративного договора. То есть Республика Саха-Якутия на правах суверенного государства после подписания декларации в Государственном Совете подписала федеративный договор, президент поставил подпись и приступил к работе над созданием и подписанием договора о сотрудничестве между Республикой Саха-Якутия уже и Российской Федерацией. И этот договор, вы знаете, был подписан в 1995 году, в
где с 15 соглашениями между правительствами, и получается, что благодаря вот этим действиям, получается, что построено вот это здание, построен медцентр. Ну, Михаил Ефимович построил более 50 крупных учреждений, когда, будучи президентом, он был президентом с 1991 по 2001 год. И получается, что основа была заложена в тот период, поэтому мы считаем Михаила Ефимовича основателем республики Саха-Якутия. В том числе он по своему решению построил на его своей родине, в то время форум был Ленский край, физмат форум Ленский край, единственное учреждение в той сельской местности нашей России. И сейчас получается, что его идея развивается семимильными шагами. И вот вы, ребята, сейчас здесь сидите, представляете 60-тысячную армию наших поклонников, которые играют в шахматы, и являетесь нашими абсолютными лидерами и нашей будущей надеждой. Да? Поэтому очень рад, что вы здесь собрались и, наверное, прониклись духом первого президента. Он у вас сидит, как сказать, в мозгу. И, наверное, та Олимпиада, которую открывал Анатолий Карпов в 2001 году, сейчас вот ширится, растет. И мы, получается, уже эта Олимпиада была заложена Анатолием Карповым и Михаилом Ефимовичем, нашим первым президентом, до того, как вы родились. Да? И вы сейчас приняли участие, и вот это очень знаменательное событие. Надеюсь, что вы составите элиту наших шахматных, флагманом станете нашего шахматного движения. И получается, что в будущем, наверное, мы будем стараться, чтобы шахматы играл каждый ребенок. У нас более 250 тысяч детей, и вот эти 60 тысяч мы попробуем, попытаемся, чтобы каждый ребенок играл в шахматы, чтобы развивался и так далее. Да? Ну, здесь хотелось бы напомнить о 5 китах образования первого президента. Да? Вот вы, конечно, увлекаетесь шахматами, у вас логическое мышление и так далее, но тем не менее, вот сегодня перед вами выступая, я не могу не упоминать 5 китов образования, которые Михаил Ефимович Николаев хотел, очень мечтал ввести, чтобы все дети опирались на вот эти 5 китов, и чтобы они вам помогали развиваться и стать хорошими, успешными людьми. Это, во-первых, конечно, занятие музыкой. Это первое, то, что вы, ребята, должны усвоить, что музыка — это не только вот игра на скрипке, там, на гитаре и так далее. Музыка — это развитие чувства прекрасного, развитие гармонии в себе, обретение душевного равновесия. И поэтому в том или ином виде, ребята, пожалуйста, дружите с музыкой, играйте на каком-нибудь инструменте. Это может быть там ударный инструмент, фалбус, это может быть балалайка, я не знаю, не обязательно там быть скрипачом или пианистом, но тем не менее хотелось бы напутствовать, чтобы вы, будучи нашими лидерами, наверное, дети равняются на вас, ваши сверстники, одноклассники там, в школе и так далее. Поэтому, пожалуйста, пропагандируйте музыкальное образование, увлекайтесь каким-нибудь музыкальным инструментом. Это первое. Второе – это рисование. Михаил Ефимович говорил, что рисование – это не только вот умение там, нарисовать портрет, пейзаж и так далее, да, но это умение видеть мир в 3D формате. Каждый человек, который рисует, он вольно или невольно начинает измерять расстояние, видеть цвета, глубину, дышать этим рисунком. Поэтому, как бы там, чтобы вам не сложилась какая судьба, пожалуйста, ребята, увлекайтесь рисованием, рисуйте людей, рисуйте животных, рисуйте природу, используйте краски, учитесь видеть красоту этого мира глазами картин. Ну, это вот, конечно, я не говорю, что все стали там как, очень как Микеланджело, но тем не менее что-то рисовать, что-то видеть, чертить, это очень, очень хорошее занятие, и поэтому вы как бы можете это использовать в своем развитии. И третий кит образования Михаила Ефимовича Николаева – это, конечно, физическая, физкультура. Да? Вот я смотрю, у вас очень
красивые, уверенные в себе дети, сидите, молодцы. Но, тем не менее, с малых лет, пожалуйста, следите за своим здоровьем, следите за диетой, следите за тем, что вы кушаете, да, вот, пожалуйста, пытайтесь избегать таких токсичных продуктов, как очень много сахара там бывает, да, там кока-кола и так далее, фастфуд. Я понимаю, у меня сами дети тоже там чипсы иногда колу кушают, но тем не менее ограничивайте, пожалуйста, это в будущем вам очень поможет, и, пожалуйста, следите за своей осанкой, за своими физическим развитием, там, делайте какие-то физические упражнения, это вам в будущем очень поможет, и поможет не только быть здоровыми, но активными и как бы веселыми. Это будет добавить вам бодрость. Пожалуйста, занимайтесь физкультурой. И четвертый вид образования, это иностранные языки. Вы знаете, что сейчас каждый ребенок может владеть несколькими языками. Владейте своим родным языком. Михаил Ефимович объявил День родного языка, День русского языка он объявлял. То есть владейте не только вот нашим государственным русским языком, да, но это само собой, вы должны владеть. Но тем не менее, своим, у кого есть родной язык якутский, владейте якутским, у кого бурятский, и так далее. Пожалуйста, владейте языком, потому что один язык – это один человек. Если ты можешь сам с собой разговаривать на 3-4 языках, и получается, вот как будто 3-4 человека сидят и обсуждают разные свои вопросы. Да, поэтому, пожалуйста, владейте языками, это не только раскроет ваши возможности взять знания со всего мира, но и возможность предлагать себя всему миру, чтобы вы могли быть конкурентоспособными, чтобы вы развивались как личность. И, конечно, пятый вид образования – это шахматы, но Михаил Ефимович Николаев не видел как шахматы, как игру. Он говорил, что шахматы – это язык алгоритма, язык цифр, язык логики, язык памяти, то, что развивает наш мозг, то, что учит нас усидчивости, логическому мышлению, умению концентрироваться и умению мыслить алгоритмами. То есть вы сейчас видите, что мы все живем в цифровом мире, и каждое наше действие подчинено какому-то алгоритму. Да? То есть будь это наш телефон, будь это интернет и так далее, он проходит какие-то этапы, и вы, как шахматисты, должны не только вот думать партиями, там, слон так ходит, так пешка так ходит, ферзь так ходит, а вот эти знания свои умения использовать каждый в своей каждодневной жизни, чтобы это помогало вам и по русскому языку, и по истории, и по физике, и по химии, и по физкультуре даже, чтобы помогало. Поэтому учитесь вот это свое шахматное мышление использовать в других отраслях, и чтобы это ваше логическое мышление, ваше алгоритмическое мышление, цифры помогали тоже в вашей личной жизни. Ну вот на этом все. Спасибо большое. Желаю удачи.